Самойлов сумел внести этот прибор в клинику и создал направление клинической физиологии. Это тот самый струнный гальванометр, на котором больше века назад работал физиолог Александр Самойлов. Именно он помог ему впервые сделать ЭКГ сердца. Он зарегистрировал кардиограмму в Казанском университете в 1906 году. На кафедре физиологии, где когда-то преподавал Александр Самойлов, сохранился оригинал той самой первой электрокардиограммы. Ей уже больше 100 лет. Вот здесь показаны ритмы биения сердца лягушки, а здесь здорового человека. А здесь электрокардиограмма 2 людей. Показано биение сердца 1 человека и ритм биения сердца 2. Если люди смотрят в одну сторону, взявшись за руки, и ЭКГ смотрит в одну и ту же сторону. И вот это вот интереснейший феномен, который имеет значение, когда мы снимаем ЭКГ матери плода. Свои первые шаги физиологии Самойлов делал в лаборатории известного ученого Ивана Павлова. Позже сам стал учителем для другого академика Василия Парина. Александра Филипповича не раз приглашали преподавать в Гарварде, но обучать будущих специалистов он предпочел в России. Мало того, он впервые в мире начал преподавать электрофизиологию сердца и учить электрокардиографии врачей. Именно в Казанской государственной медицинской академии. Современное оборудование для ЭКГ, конечно, куда более усовершенствованное. Чтобы измерить ритм биения сердца человека, достаточно минуты. Однако результаты исследований, которые Александр Самойлов описал в своих работах в начале прошлого столетия, сегодня помогают аритмологам и кардиологам всего мира. Любой врач начинает свою карьеру с того, что изучает основы электрокардиографии, которые заложил в том числе и Самойлов. С тех пор, конечно, взяла свое развитие телемедицина, то есть передача любой информации на удалении. И сейчас телемедицинские технологии, они проникают во все отрасли. Помимо медицины увлекался Александр Филиппович и музыкой. Профессионально играл на фортепиано, был знаком с Рахманиновым. Он не переставал преподавать до конца своей жизни. Разрывался между университетами Москвы и Казани. Из жизни ушел в пути, возвращаясь домой после лекции в столице. Ему было 63 года. Зарина Ахметова, Вадим Ларионов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.